Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Продолжаю сегодня работать. До вечера работаю. Время уже скоро 9 вечера, а я никак не могу остановиться. Видимо, я за всю зиму собирала энергию. Наверное, мне санатория очень помогла. Вот хочу делать новоселье своим курочкам. Надо освежить, побелить. Хотя не так белится, но все равно хоть освежается. Дезинфекция будет. Я купила негашенную известь, гасила и теперь крашу. Это очень полезно. Разные микробы убивает известь. Здесь очень тепло. Хочу завтра заселить сюда своих курочек. Будет новоселье. Здесь весь навоз я вычистила, выгребла. С мальчиками перетаскали в огород, где навоз у нас. Но здесь так грязно, столько мусора не было, навоза. Но все равно осенью я что-то не смогла убираться. Ну вот, решила сейчас все доделать за прошлый год. Свои дела, свои работы. На улице сейчас плюс 10, очень тепло, свежий воздух, и с улицы вообще не хочется заходить домой. Сначала хотела просто вычистить навоз, выгребла, перетаскали. Потом думаю, надо ведь побелить. И вымела здесь пыль, убрала паутины, вымела, убрала. Потом думаю, есть гашеная известь, надо будет попробовать побелить. Но начала вот, все никак не могу остановиться. Конечно, очень приятно будет, когда высохнет. И курам, наверное, будет приятно. И самой будет сюда заходить за яйцами очень приятно. Наверное, мои курочки будут нести яйца и петь песни с удовольствием. Они, конечно, у меня хорошо, очень даже хорошо несутся. У меня всего 10 штук и 2 петуха. Конечно, думаю, купить, что ли, еще штук 5 куриц. Не знаю, не купить, но яйца, конечно, хватает. Не только мне, да и Юльке даю. Но свои яйца все равно свои яйца. Поэтому держим кур, чтобы были свои, чтобы не ходить в магазин. Конечно, хлопот тоже очень много, но и курам надо покупать. Но эти приятные хлопоты. Как только выходишь во двор, с утра поет петух, кукарекает, кудахчут курицы, яйца несут. Где-то собака лает, где-то кошка мяукает. Вы знаете, это очень приятно. Ни городской шум, ни шум машин. Как я вам говорила, наша улица очень спокойная. Тут очень мало ездят машины. Мне наша улица очень нравится. Улица тихая. Сегодня я доделать хочу. У меня чуть-чуть всего осталось. И завтра постелю солому, потому что тут у меня бетон. В прошлом году я опилку стелила, но я еще за опилками не ездила. Пока у меня опилки нет, поэтому я хочу постелить солому. И солома для них теплая. Будут греться на улице. Очень хорошо будет. Я уже сегодня не выпустила своих кур. Они у меня в сарае, в заперти. Такая работа. Известка, конечно, хорошая.
Когда высохнет, наверное, еще белее будет, думаю. Но все равно, хотя не очень белое будет, все равно, зато будет чисто. Ну, вот такие дела у нас. Вот так мы в деревне живем. Я, конечно, когда сильно грязные стены были, и когда на полу сильно грязно было, я вам не показала. Потому что в прошлом году, когда я убирала после утят, очень было грязно. И мне в комментариях один мужчина написал, почему вы эту грязь показываете? Зачем нам нужно? Нам не интересно, как вы грязь чистите. Но, извините, конечно, мои хорошие, может, и не надо было показывать мне. Но просто мне хотелось показать, как мы убираемся после утят, как мы живем. Не просто вырастить и съесть утят. 3-4 месяца надо ухаживать за ними, грязь чистить, кормить. Вот. Вот об этом я хотела показать. А мужчина этот, видимо, меня не так понял. Ну, у меня же канал о жизни, как мы живем в селе, что мы делаем, что мы едим, что мы одеваем, что мы выращиваем. Жизнь в деревне. Вот. Поэтому, конечно, вы не обижайтесь, я буду снимать все. Как пишут мне многие мои подписчики. Что-то я пеку, где-то я пою, где-то я плачу, где-то я в гостях. Когда в гости иду, конечно, не стараюсь снимать, потому что кому-то это нравится, кто-то стесняется, кому-то нет. Я тоже стеснялась раньше на камеру смотреть. Но жизнь научила. Хочешь жить, умей вертеться. У меня чуть-чуть осталось всего. Внизу только немножко. Побелю. Затопила я баню. Закончу работу. Пойду в баню. Искупаюсь. Дети уже искупались. Вот так жизнь у нас продолжается. Но мне сельская жизнь очень нравится. Я в городе, наверное, не смогла бы жить. Ну, конечно, я и в Фурманове, и в Астрахани жила. Но когда в Фурманове я жила, и в Астрахани, я была молодая. Но все равно меня тянуло сюда. Я очень даже рада и радуюсь, что мы переехали сюда. Все-таки, где родился, там пригодился. Здесь мои родители, здесь мои родственники. Конечно, я родилась в деревне Таллы. Сейчас называется Акшишма. Белый родник сейчас называется. Там у меня в отчим доме живет сестра. Все равно приятно, когда родные рядом. Хорошо ли, плохо, встречаешься, разговариваешь, советуешься, поплачешь, радуешься. Все равно сестра, она вместо матери осталась. Ну все, продолжу я белеть. А завтра я вам покажу, как тут все высохло. Пока еще не совсем белые. Ну что, спокойной ночи вам, мои дорогие. Добрый день, мои хорошие. Сегодня я продолжаю снимать свой курятник, где я вчера работала. Вот наш курятник. Все стало чисто. Можно сказать, немножко уютно. Поменяла солому несушкам.
Потолок, конечно, я не белила, не стала белить. Вот все чисто стало. Конечно, приятно не только курам, но и мне, когда я захожу сюда. Постелила я солому. Здесь будет им тепло и уютно. С новосельем моих хорошеньких курочек. И, наверное, куры будут с петухами справлять новоселье. У нас 2 петуха и 10 куриц. Сегодня помою окна, заселю их. Посмотрите, как они радуются. С новосельем вас, мои хорошие. Вот, начали ковыряться. Мягко ли бабушка стелила. Проверяют. А какие довольные, воркуют. А этот Петя боится. Это молодой петушок. Старый петух пугает. Одна курочка пошла проверять гнездышки. Сегодня утром они снесли 5 штук яиц. И Петя вон проверяет. Мягко ли я там постелила? Да. Вот, все проверяют. Всем интересно. Остальные курочки тоже, наверное, хотят нести яиц. Здесь ветра нет. Немножко на улице сегодня ветер, плюс 18 градусов. Облачно. Но на улице тепло. Петя проверил. Молодец какой. Какой заботливый он. Петушок, золотой гребешок. Ну, мои хорошие, с новосельем вас. Пожалуйста. Петух говорит спасибо. Живите, наслаждайтесь. Скоро травки пойдут. Травками буду вас угощать. Да. Вот так Петя разговаривает еще. Мне очень нравится вот эта курица, как будто с брюками. Она всегда везде лазит. Ну что, посмотрим, что у нас на сегодня в теплице. Вчера я здесь посадила цветы разные. Здесь очень тепло, конечно. Помидоры у меня уже здесь 2 дня стоят. Вроде ничего. А здесь посадили с Владиком редиску. Здесь тоже все живы-здоровы, не замерзли. Все нормально. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи, благополучия в семье и всем мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.